Транспортное обеспечение, связь, медицину, перспективы агрокомплекса, благоустройство и ряд других вопросов обсудили представители коренного населения, проживающего в селах и деревнях Интинского округа на прошедшей конференции Коми народа. В этом году данное мероприятие проводилось в юбилейный 25-й раз. В конференции приняли участие 30 избранных делегатов. С сельскими жителями встретились представители местной и республиканской власти, депутаты, члены межрегионального общественного движения «Коми Войтер». Первый заместитель руководителя администрации Инты Григорий Николаев выступил с подробным докладом о том, какая работа в селах Интинского округа была проведена и какие вопросы еще предстоит решить в ближайшее время. Традиционно на Интинских конференциях Коми народа мы рассматриваем вопросы, касающиеся жизнеобеспечения сельских жителей, так как основные представители народа Коми проживают в наших селах. Да, из-за трудностей, проблем в селах у нас хватает. Я сегодня расскажу, что было выполнено в селах в этом году, обозначу основные плановые работы, выслушаем предложения делегатов. Далее мы вместе сможем выработать пути решения проблемных вопросов, определить приоритеты для дальнейшего развития сельских территорий. Организация транспортного сообщения в сельские населенные пункты поддерживается на протяжении нескольких лет в стабильном состоянии. Наша задача сохранить эту стабильность. Авиаполеты в труднодоступные населенные пункты проходят на протяжении последних лет за счет финансовых средств бюджета Республики Коми. Количество рейсов сохранено один раз в неделю с учетом и 2 полетов в период распутицы. На оборудование и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги ежегодно предусмотрены средства в бюджете города с условием софинансирования из республиканского бюджета. В 2021 году было выделено на эти цели более 7 миллионов рублей, в 2022 году эта сумма увеличена почти до 11. Вахтовка в зимний период ходит по расписанию. Здесь я хотел бы от себя добавить, что в этом году будет немножко другой порядок работы вахтовки. Так скажем, для сельчан, может быть, скорее всего, это радостная новость, цены на билеты будут ниже. Гораздо. При поддержке главы Республики Коми Владимира Викторовича Уева приобретен трекол, который в непредвиденных случаях заменяет вахтовку. Также в рамках социального проекта «Доступное село» фирма «Востон» приобрела специализированную технику снегоболотоход «Бронто», который, согласно гарантиям проекта, в течение 2 лет использовался для организации перевозок на безвозмездной основе льготных категорий граждан, пенсионеры, инвалиды и члены многодетных семей. Нам удалось продлить эти гарантии еще на 1 год. «Бронто» будет еще в этом году возить льготные категории бесплатно. Дорога Инта-Пристань 35 километр в течение года поддерживается в нормативном состоянии. На ремонт и содержание этой автомобильной дороги в бюджете ежегодно выделяется порядка 500 тысяч рублей. Связь и интернет. В прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» для социально значимых объектов наших труднодоступных сел Петрун и Костевом была построена волоконно-оптическая линия связи. В селе Петрун подключены к сети интернет ФАП, пожарный пост и школа. В будущем данные линии связи позволят дополнительно обеспечить села современными услугами связи. В Абизе к стабильному интернету по волоконно-оптической линии подключены ФАП и школа. Мобильный оператор МТС с января 2022 года заменил технологию предоставления мобильного интернета. Теперь жители ПСТ Абиз и ближайших населенных пунктов получили доступ к более быстрому мобильному интернет-технологии 4G. К интернету по спутниковой схеме подключен ФАП села Отзивовом. В этом году в соответствии с результатами голосования за подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету на портале госуслуг в планах подключения села Петрун. По информации Министерства цифрового развития, в срок до 31 марта 2022 года в селе Петрун будет произведена установка базовой станции для оказания мобильной связи. В сельских населенных пунктах проводится планомерная работа по различным направлениям. Не остаются без внимания социальная и жилищно-коммунальная сфера. Приводятся в порядок улично-дорожные сети, тепло- и водоснабжение, ремонтируются памятники, модернизируются котельные. В селе Петрун за последние несколько лет в модернизацию этого объекта были вложены значительные средства. В 2019 году был заменен первый котел, а также порядка 200 метров тепловых сетей. В 2020 году установили новый дымосос, в прошлом году на котельной установлена новая дымовая труба, заменен второй котел на новый. В селе Абиз ранее было частично заменены тепловые сети, в 2019 году был заменен первый котел, а в прошлом году заменен дымосос, в этом году заменили 2 водогрейных бездна котла. В Костевом в прошлом году в котельной заменен электродвигатель дымососа, в этом году заменили 2 котла. В рамках поездки главы городского округа администрации Владимира Алексеевича Киселева в село встречались с работниками котельной, они были очень довольны качеством котлов. Своевременно завозится уголь. То есть, в принципе, за последние несколько лет мы все свои села
Во всех селах мы повысили надежность теплоснабжения. По водоснабжению сельских населенных пунктов также проводится планомерная работа. В 2020 году отремонтировали павильоны артезианских скважин в деревне Ерпияк и в поселке Абис в рамках народного бюджета. В 2021 году выполнен ремонт артезианских скважин в селе Петровне, также в рамках народного бюджета. В 2022 году также за счет народного бюджета выполнен ремонт павильонов в селе Косион. Вопросы по освещению сельских населенных пунктов решаются постепенно. В этом году предусмотрены средства на установку дополнительных светильников в селе Азевом и в селе Петрун. Работы по восстановлению освещения в селе Петрун проведены. По улице Полярное освещение будет сделано в декабре этого года. Работы по установке дополнительных светильников, замене светильников уличного освещения на светодиодные будут продолжаться. Также в ходе рабочей встречи сегодня у нас с Надеждой Анатольевной Минсельхоза появился еще у нас ряд дополнительных источников, которые мы постараемся использовать для улучшения жизни сельчан. С докладами о работе исполкома межрегионального общественного движения «Коми Войтер» и деятельности интинского представительства выступили Галина Терентьева и Ольга Круть. Интинское представительство продолжает вести основные направления деятельности. Что же удалось выполнить нам за период с проведения прошлогодней конференции? После 2 лет перерыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 представительству удалось полноценно провести собрания в сельских населенных пунктах и в городе по подготовке Коми-конференции в этом году. Подготовка и проведение же самой ежегодной конференции Коми народа вот сегодня – это наше святое. После каждой конференции члены представительства анализируют все выступления, прозвучавшие в ходе конференции. Очень плотно строится нами работа с администрацией городского округа. Совместно нами разрабатываются мероприятия по решению проблемных вопросов, критических замечаний и предложений, которые высказали участники конференции. Указываем сроки выполнения и назначаем ответственных лиц. Многие вопросы решаются сразу же. Их даже не успеваем вносить в резолюцию конференции. Члены представительства, проживающие в селах округа, сельские жители, отмечают положительно то, что глава городского округа ИНТА, руководитель администрации Киселев Владимир Алексеевич и специалисты администрации по 2 раза в год стали выезжать в села. Многие проблемы оперативно решаются на месте. Идет общение с сельчанами на сходах, на личных приемах. Предложения берутся под карандаш. Жители поселка Абис с нетерпением ждут благоустройства дороги до станции Марков, модернизацию уличного освещения и капитальный ремонт домов. В 2020-2021 году в ПСТ Абис приведен капитальный ремонт кровель по улице Вокзальная, дом 1 и Вокзальная, дом 3. В данный момент жители, как известно, многострадальных домов по улице Вокзальная 4 и Вокзальная 5 ждут решения администрации МОГО-ИНТА и регионального оператора о ремонте кровель этих объектов. К зимнему отопительному сезону тепловые сети установили в котельной 2 новых котла. Сейчас в котельной 4 новых котла. Также проведена ревизия тепловых сетей и сетей водоснабжения. Подготовились к зимнему отопительному периоду школа, детский сад, пожарная часть и коммерческие магазины. Хотелось бы отметить добросовестную ежегодную работу Шавадзе Нукзара Арчиловича, который производит ямочный ремонт дорог в поселке Абис. В деревне Ерпияк остается открытый вопрос по благоустройству дороги до станции Марков. По желанию жителей частных домов в подключение к центральным тепловым сетям сдвинулось с мертвой точки. Документы были отправлены в проектный институт для составления проектно-сметной документации. Этим летом в поселок приезжали представители УЖКХ и провели все замеры по водоотводным каналам. Но отсутствие финансирования задерживает решение этого вопроса. Что касается уличного освещения, то вопрос по установленным светильникам устаревшего типа ДРЛ-250 остается открытым. Эти светильники давно не ремонтировались, производилась только замена ламп.
которые очень быстро перегорают. Требуется замена этих светильников на светодиодные. Есть в жизни жителей поселка и позитивные моменты. За счет средств народного бюджета в этом году удалось установить детскую спортивную площадку, за что жители выражают благодарность администрации Молгоинта. Жителям деревни Абись также необходима детская площадка, так как в каникулярное время в деревню приезжает много детей, а для времяпрепровождения нет подходящего места. Также хотелось бы отметить работу Стародубцева Сергея Васильевича, который приобрел ассенизаторскую машину для откачки выгребных ям. До такого важного для поселка приобретения существовала серьезная проблема с очисткой этих ям. Выражаем слова благодарности всем жителям поселка, заинтересованным в благоустройстве нашего общего села. Делегат села Петрунь Наталья Атимасова рассказала о проблемах и надеждах местных жителей. В селе и рядом расположенной деревне Роговая проживают порядка 450 человек, из них около 70 дети. Работают магазины, школа, садик, клуб, библиотека, почта, котельная, пожарная часть. Несмотря на отдаленность от города, в селе реализуются различные проекты. При поддержке руководства Инты, депутата Госсовета Коми Александра Попова, инициативных жителей Петрунь благоустраивается. В 2022 году по линии благоустройства населенных пунктов в селе построен деревянный тротуар длиной около 400 метров по улице Приполярной. Теперь улица в этом отношении облагорожена по всей протяженности. Отремонтированы лампы уличного освещения по всему селу. Часть светильников, 14 штук, заменены на светодиодные, более долговечные, экономичные и яркие. По депутатскому запросу при непосредственном участии депутата Госсовета Республики Коми Попова Александра Николаевича, а также специалистов администрации во главе главы городского округа Инта, руководителя администрации Киселева Владимира Алексеевича, изготовлены и установлены мемориальные плиты с именами ветеранов, умерших в послевоенные годы, памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, вновь установленному в прошлом году. По инициативе сельчан, благодаря поддержке администрации города, в рамках народного бюджета специалисты ООО «МАВПРОМ» при участии местных жителей доставили и установили детскую спортивную игровую площадку от 4 лет и старше. Это сооружение, так же как и тренажерная площадка, установленная в прошлом сезоне, пользуется у населения большой популярностью. За проявление инициативы и оказание неоценимой помощи при выполнении вышеуказанных работ и выражаем благодарность жителям села Петрунь. Это Филиппову Артему Константиновичу и Каневу Андрею Владимировичу за восстановление уличного освещения, Мамлееву Наилю Алексеевичу за оказание помощи в монтаже детской спортивной площадки, Батманову Анатолию Николаевичу, Батманову Андрею Анатольевичу, хозяину Василию Мисаиловичу за строительство тротуара по улице Приполярной и помощь в установке мемориальных плит. В последнее время в селе Петрунь решено достаточно много вопросов, которые выносились на сельских сходах и конференциях Коминарода. На котельной заменены котлы и дымовая труба, благоустроены артезианские скважины, тротуары, отсыпана песчано-гравийной смесью дорога по улице Молодежная. Отремонтирован памятник, установлены детская игровая площадка и спортивный комплекс с тренажерами. В первую очередь, все это удалось сделать благодаря усилиям администрации города и лично главы городского округа. Однако не так радужно все обстоит, как хотелось бы. Имеются проблемы и немалые. В селе уже полгода как нету медицинского работника и также, как следствие, обеспечения лекарственными препаратами. В отдаленных, труднодоступных населенных селах население почти 500 человек, особенно в Распутицу, где проживает почти половина людей пожилого возраста, много детей, отсутствие медицинского обслуживания недопустимо. По этому поводу было уже много обращений, вопросов вышестоящей инстанции, но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Хотя страховые сборы на социальное и медицинское страхование с населения собираются стабильно. Уже много лет не решается вопрос
со строительством помещения для ФАПа, школы-интерната, садика, помещения музея, здания для ожидания рейса на вертолетной площадке. Эти вопросы уже многократно поднимались на конференциях и другого рода мероприятиях. Есть вопросы у населения по пассажирскому транспорту. Вертолетные рейсы очень часто задерживаются, а в последнее время откладываются и не на один день. В таких случаях непонятно, как быть людям, у которых запись на прием к врачу или другие организации. И вообще катастрофа, когда билеты заранее куплены на поезда дальнего следования. Неразбериха с записью на вертолетный рейс. В этой связи на сходе поднимался вопрос хотя бы о частичном возобновлении продажи электронных билетов. О проблемах можно говорить много, но решение этих проблем часто можно найти только совместными усилиями. Это население села, администрация, общественные организации и предприятия, находящиеся на территории населенного пункта. Собрание жителей села Петрунь просит внести в протокол конференции Коминародо следующие предложения. Это решение вопроса с медицинским обслуживанием села Петрунь и деревни Роговая, обеспечение лекарственными препаратами. Продвигать тему строительства ФАПа, школы, изыскания помещения для музея, помещения для ожидания на вертолетную площадку. Оборудование канала для стока воды северо-восточной части села, и также интернет и мобильная связь. Хочется пожелать всем мира и добра, а наше село живет и будет жить дальше и развиваться. Спасибо. От жителей села Адзивовом на коми-конференции выступила делегат Надежда Беляева. Она поблагодарила сотрудников городской администрации, депутата Госсовета Коми Александра Попова и мобильную бригаду медицинских работников, которые ежегодно приезжают в село. Дважды в год для прямого общения с жителями приезжает глава городского округа ИНТА Киселев Владимир Алексеевич. По итогам этих встреч решаются вопросы. В текущем году воплотился в жизнь народный проект строительства моста через ручей, который имеет для нас особое значение. Ежегодно выделяются средства на зимнее содержание дорог в селе и обслуживание уличного освещения. А по обращениям жителей села до конца года будут установлены дополнительные уличные светильники. Благодаря общим усилиям депутата Госсовета Попова Александра Николаевича, администрации города и местных жителей установлен новый обелиск героям Великой Отечественной войны. Благодарим всех за это долгожданное событие. В Адзивовоме есть проблемы с сотовой связью и нет постоянного фельдшера. Пациенты с тяжелыми заболеваниями боятся за свое здоровье и жизнь. Работа самого медика, которого по полгода нет на территории села, жителей категорически не устраивает. А если он и присутствует, то на вызов не дождаться даже при критическом состоянии больного. Не используется точка доступа в интернет для возможных консультаций со специалистами. Вакцинации мы добиваемся через руководство Интинской ЦГБ. Спасибо главной медсестре Соловьевой Ольге Серафимовне за оперативность. Мы понимаем проблему всего городского округа. Медиков мало, но выход надо искать. И предлагаем разработать график работы фельдшеров по селам с определенной периодичностью. Мы также приглашаем в село инспектора ГИМС для уточнения и конкретного разъяснения требований к владельцам маломерных судов, так как штрафы большие, а нюансов очень много. Обращаемся к депутату Государственного совета Попову Александру Николаевичу за содействием по вопросу получения прав управления маломерным судном в Инте, так как сейчас для оформления надо ехать в Печору. Также надеемся на депутатов Николаева Ильи Юрьевича и Попова Александра Николаевича и по вопросу усовершенствования нашей мобильной связи, которая в очередной раз дала сбой. Актуальным сегодня остается вопрос о содержании зимника. Напоминаем, что этот вид транспортного сообщения самый удобный для села. Он позволяет с наименьшими затратами обеспечить нашу жизнь. Поэтому надеемся, что дорога в предстоящую зиму будет обустраиваться и обслуживаться в соответствии со всеми требованиями. Ну а в заключении хотим пожелать всем здоровья, счастья и исполнения желаний. Спасибо за внимание. Делегат села Касьювом Ольга Мельник рассказала о реализации проекта «Народный бюджет». Благодаря региональной программе инициативным жителям удалось решить несколько наболевших вопросов. В 2020 году подняты бетонные тротуары в селе Касьювом. В 2021 году уложены бетонные плиты на дороге к кладбищу. Произведен ремонт памятника коленопреклоненный воин в селе Касьювом.
На предыдущих конференциях и на обычных встречах с руководством мы много лет поднимали вопрос по изготовлению мемориальных досок к обелиску в деревне Ягьёль и дополнительных памятнику в селе Косьюго. Мемориальные доски изготовлены, но сейчас они отправлены для реставрации. Просим администрацию, Совет ветеранов Могуинта удовлетворить пожелания сельчан по реставрации мемориальных досок до 9 мая 2023 года. Приобретены комбинациональные костюмы для сельского дома культуры, также в рамках народного бюджета. В 2022 году утеплены и облагорожены 3 строения скважины. В 2022 же году территория сельского кладбища обведена стальной изгородью. Изготовлены поручни на крутом подъеме к кладбищу индивидуальным предпринимателем Рамазановым. В 2021 году решился еще один наболевший вопрос. На ВЛ-04 произведена замена опор линии электропередач силами общества с ограниченной ответственностью КОМИ «Коммунальные технологии». В 2021-2022 годах обновлено уличное освещение индивидуальным предпринимателем Ладыгиным Виталием. Полностью заменен кабель ночного старта на вертолетной площадке села Косьюго. Ежегодно проводится ямочный ремонт центральных дорог и подъездных путей, отсыпка дорог. Осенью этого года Дом культуры села Косьюго из ветхого здания переведен в здание школы. Многоквартирные дома в селе Косьюго обслуживает управляющая компания «Восход». Директор Ипатова Наталья Вячеславовна оперативно реагирует в аварийных ситуациях, своевременно обеспечивает рабочего по комплексному обслуживанию домов мелким расходным материалом. Рабочим выполнен частичный ремонт цоколя в домах номер 2, 68. Делегат поселка Юстыдор Нина Артеева озвучила на конференции как положительные моменты, так и отрицательные. Жители поселка обеспокоены судьбой Интинского агрокомплекса, переживают за коров холмогорской породы и производство молочной продукции. Недовольны люди и работой управляющей компании «Азимут». Коммунальная организация только устраняет аварийные ситуации, благоустройством сотрудники ЖЭКа не занимаются. В плохом состоянии дворовые территории, особенно дома номер 13. В доме номер 4 больше 20 лет не делался косметический ремонт подъездов. Нерегулярно ведется уборка лестничных площадок. Не вовремя чистятся пороги и лестницы в подъезд от снега и наледи. Летом не убираются придомовые территории от мусора. Не производится скашивание трав на территории поселка. Вопрос о вывозе бытовых отходов. Мусор вывозится четко по графику. К этому нет претензий. Но большие машины привели в негодность подъездные дороги к мусорным бакам. Потом на сходе был поднят вопрос об объединении 2 мусорных площадок и переносе их поближе к дороге. Еще хочется добавить, чтобы установили новые мусорные контейнеры с крышками, чтобы собаки не могли растаскивать содержимое ящиков по поселку. На ФАПе поселка работает отличный специалист Селезенева Мария Владимировна. Жители выражают ей благодарность и надеются, что в скором времени отремонтирует крыльцо данного медицинского учреждения. Деревянное крыльцо лет 15 назад возводилось как временное сооружение, но за эти годы оно пришло в негодность. Посетители фельдшерско-акушерского пункта ходят по нему с большой осторожностью, боятся поскользнуться, опасаются, что в любой момент доски могут сломаться. Поэтому многих больных фельдшер обслуживает на дому. На сельском сходе жители поселка положительно оценили работу водителя маршрута номер 5 Байматова и Крумжона. Несмотря на частые поломки старой техники, автобусы ходят по расписанию. Водитель вежливый, отзывчивый. Конечно, хочется, чтобы выделили нам наш маршрут новый автобус. Также на сходе приняли решение о корректировке расписания. Все лето жители поселка следили за судьбой дойного стада агрокомплекса «Инта-Приполярная». Поверьте, для нас это очень больная тема.
Поселок Юстудор был основан в 50-е годы для животноводов совхоза «Большая Инта». Холмогорская порода коров – предмет особой гордости. Совхоз «Большая Инта» считался одним из лучших по всему северу. Несмотря на все возможные реформы, преобразования и оптимизации удалось сохранить генофонд. Жители города имеют возможность пить натуральное молоко. Нам приводят цифры об убыточности молочного производства, но сельское хозяйство в любом случае требует дотаций. Надеемся, что молочное стадо будет сохранено, будет развиваться, и каждое лето мы по старой доброй традиции будем провожать наших буренок на летние пастбища. Мы любим наш поселок. Да, для нас он самый красивый и родной. Как говорится, чужан молод и китырын муса. Родная земля и в горсть мила. Спасибо за внимание. По словам заместителя министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Надежды Усовой, которая приняла участие в конференции Коми народа, агрокомплекс «Инта» Приполярное убыточное предприятие. Принимаются все меры для того, чтобы сохранить сельхозпроизводство, но при этом сократить расходы. Высокозатратный по содержанию молодняк 105 голов уже перевезен на ферму общества с ограниченной ответственностью «Южное» в Прилузский район. Благодаря этому ежемесячно удается экономить 670 тысяч рублей. Что касается основного стада, все мы понимаем, что сейчас мы работаем над продуктивностью. Были поставлены задачи руководства компании посмотреть над питанием животных, да, потому что сегодня, когда корма недостаточно ценны, да, и животные не получают должного питания, они не могут приносить соответствующие удои, да, и это все сказывается на экономике предприятия. Вот я вам приведу несколько цифр, чтобы было понимание. Если в целом по республике Коми на одну условную голову субсидии в целом по республике Коми составляют где-то порядка 36 тысяч рублей, то те решения, которые принимались для Инты Приполярной, да, в том числе для Инты Приполярной, мы направляем субсидии в размере 78 тысяч рублей на одну условную голову. Да, это больше в 2 раза, чем в целом по республике Коми. А если перевести на 1 литр молока, тут еще разница больше. Если в республике это порядка 16 рублей на литр молока субсидий приходится, то в Инте Приполярной это 70 рублей на литр молока. То есть мы, да, и нарастили по сравнению с прошлым годом в 2 раза поддержку этому предприятию. То есть мы сегодня делаем все для того, чтобы посмотреть, как сохранить это предприятие за полярным кругом. То есть это наша задача в арктической зоне. Конечно, сложная задача, непростая, но при этом, еще раз говорю, что те решения, которые принимаются, они ведут для того, чтобы сохранить предприятие в целом. И наша задача не только, да, КРС, но и вывести на рентабельную работу оленеводство. Это можно сделать. И то предприятие, которое создано, вновь создано ОАО «Интинская», резидент арктической зоны, да, вот оно и было создано для того, чтобы тоже снизить затраты на предприятие, именно выстроить линейку переработки, качественной переработки оленины с наименьшими затратами. И, соответственно, мы к этому идем. На сегодняшний день, на этой неделе подписана главой Республики Коми Владимиром Викторовичем Уйба большая заявка от республики, в которую вошли в том числе предложения по техническому перевооружению Интинского. Порядка 63 миллионов мы подали заявку в Миндаль-Восток на оборудование. Насколько мне известно, по народному бюджету тоже прошла заявка от города Инты, которая даст возможность тоже вложить средства республики в техническое перевооружение Интинское. Поэтому вот если касается вот этого направления, то еще раз повторюсь, со стороны правительства Республики Коми, Министерства сельского хозяйства, предприятия делаются все возможные шаги для того, чтобы сохранить, а самое главное вывести на
Пусть сегодня правильно сказали, сельское хозяйство не может быть без государственной поддержки рентабельно, да, но есть примеры хотя бы, чтобы рентабельность без государственной поддержки стремилась хотя бы к нулю, а не к минусовой оценке. Да. 49 миллионов убытка, да, которая ложится на плечи предприятия, и, к сожалению, нет источника на сегодняшний день покрытия этого убытка. Мы его из года в год только будем наращивать. Это, конечно, вы сами понимаете, любое предприятие должно приносить хоть какой-то доход, чтобы платить достойную заработную плату. В ряде сел необходимо строить модульные школы и ФАПы, решать вопросы с кадровым голодом в системе здравоохранения, нерегулярным авиасообщением, интернетом и сотовой связью. Об этих и других проблемах в Республике Коми знают. Они стоят на контроле в разных министерствах и ведомствах региона. Что-то удается решить сразу, на что-то требуется время. Мы не можем не заметить, что за последние несколько лет сделано много. И многие вопросы, которые не находили решения в течение многих лет, сегодня реализованы. Большая работа проделана администрацией, большая работа проделана жителями, потому что большинство этих проектов реализовано с участием непосредственно самих жителей сел. А те проблемы, которые сегодня были озвучены, новых-то проблем нет. Мы все про них знаем, и мы над ними работаем. И остановлюсь просто на нескольких аспектах. Значит, транспорт. Вертолетное сообщение с селами. Оно сохранено. Сейчас Комиавиатранс работает над тем, чтобы выполнить ремонт рулежной дорожки, обустроить стоянку поближе к вертолету, чтобы там со взлетной полосы не надо было пешком почти полкилометра идти до здания аэровокзала. Эти вопросы регулярно мною ставятся перед правительством. Не скажу, что сразу, но тем не менее отклик на этот вопрос я услышал. И в ближайшее время представители Комиатранса приедут сюда, чтобы самим убедиться, хотя кучу фотоматериалов мы туда предоставляли, все показывали, в каком состоянии, что нужно, что требуется. Но наконец-то нас услышали. По связи. Абис 4G, Петрунь, март будущего года, и это уже как бы Илья Юрьевич мне тоже не даст соврать, это вопросы, которые сегодня уже закрыты. Отзвалом. Значит, сейчас я проводил встречу с Министерством цифрового развития, причем был министр, его замы и ведущие специалисты. Наметили 3 пути решения этого вопроса. Первый – это сотрудничество с Ненецким автономным округом, и прорабатывается сейчас возможность подключаться через Харуту. Второе направление – это работа с Министерством здравоохранения, потому что то качество связи, которое сегодня существует в ФАПе, отдельно мы скажем про кадровое обеспечение, нас не устраивает. Ни нас, ни жителей, никого не устраивает. Да и, собственно, Минцифра она тоже не устраивает. Но, к сожалению, критерий населения, когда у нас перепись показала, что в Зваломе сегодня 74 человека постоянно проживают, а не 105, как мы сами для себя считали, в общем, является серьезным препятствием. И третье направление, по которому сегодня работает Минцифра, это взаимодействие с Минвостокразвитием, и в рамках развития арктических территорий заявка на подключение от Звалома более устойчивому источнику интернета отправлена. В частности, один из вариантов – это продолжение той линии, которая планировалась, но только не на Звалом, а на Харуту, и отпайка уже оттуда. Министр национальной политики Республики Коми Роман Носков рассказал о реализации государственных программ, которые включают в себя разные направления. Отдельно остановился на организации ежегодных авиаперевозок детей-оленеводов и поддержке этнокультурных инициатив Интинского округа. Мы с вами знаем, что у нас
не только коренные малочисленные народы традиционной хозяйственной деятельностью занимаются, но и коми и жимцы точно так же к ним относятся. Наше министерство организовывает ежегодно доставку в места кочевий и из мест кочевий к месту обучения детишек, наших оленеводов. Это затрагивает и Инту. Сумма по 2022 году по Инте составила более 8 миллионов рублей. Вертолетные часы очень дорогие, тем не менее правительство республики ежегодно определяет необходимую сумму. Разными путями ее приходится искать, потому что стоимость перелета, часа перелета растет и растет. Тем не менее, все детишки каждый год доставляются к месту обучения и, соответственно, обратно к месту кочевий. По 1 миллиону рублей в год примерно через наше министерство оказывается финансовая помощь оленеводческим хозяйствам. И в 2021 году получателем субсидии было ООО «Абись». Как правило, используется эта сумма на укрепление материально-технической базы хозяйств. Мы субсидируем 90%, то есть хозяйство закупает технику необходимую, в частности, генераторы были, предпусковые подогреватели в 2021 году закуплены, и мы по факту потом им это субсидируем. По народному бюджету Инта является постоянным участником по линии направления министерства, и первый приезд Инту как раз мы смотрели результаты реализации проекта народного бюджета «Алуверков». Спасибо за участие. И также мы с администрацией достигли договоренности провести осенью следующего года этнофорум в Инте. Я надеюсь, что планы наши успешно реализуются, и мы в Инте сделаем центр такой интересный с нашей точки зрения, центр обмена опытом, взаимодействия между муниципальным образованием, молодежью мы с собой всегда привозим, стараемся, чтобы они попали в образовательные учреждения, там рассказали о своей жизни, почему им интересно, как они добились каких-то результатов и почему они остались в республике, они уехали за пределы. Хотелось еще сказать о том, что Инта участвует у нас в конкурсе, который объявляет министерство. Мы собираем проекты муниципальных образований по улучшению муниципальной практики. Инта в этом году попал в список 6 лучших, 3 городских округа и 3 сельских поселения туда входят. По республике 6 лучших проектов мы определяем и направляем их на российский конкурс. К сожалению, наши сегодня проекты в этом году не стали победителями, тем не менее проект Инты вошел в 6 лучших, ну, то есть 3 лучших, можно сказать, городских лучших проектов по нашей республике. Я поздравляю всю команду индинскую с этим, и Григорию Ивановичу хочу вручить грамоту от Федерального агентства по делам национальностей за участие в этом конкурсе. Также награды были вручены самым активным и трудолюбивым жителям сельских населенных пунктов Интинского округа. За большой вклад в развитие межнациональных отношений, популяризацию языка, культуры и традиций коми-народа почетной грамотой Министерства национальной политики Республики Коми отмечена директор Центра национальных культур Наталья Канева. Нескольким жителям Интинского округа были вручены благодарственные письма министерства и городской администрации. По итогам конференции составлен проект резолюции, в который вошли все высказанные критические замечания и предложения. Ряду министерств Республики Коми, администрации Инты и местному представительству МОД Коми Войтер даны рекомендации по решению насущных вопросов, связанных с жизнедеятельностью сел.